Зовут Анастасия. Я живу на севере Италии, рядом с городом Мантова, в регионе Ломбардии, который наиболее пострадал от коронавируса. Я Олесь Мазанік, прадпрымальнік з гораду Менску, маю інтэрнэт-краму «Імбрикбай» і разам з калегам у мяне ёсць кропку в гандлёвым цэнтры Купалаўскі. Я Андрей, живу в паўночным Лондоне. Меня зовут Олеся Бальчунас. Я живу в Петришках. Работаю в Минске в некоммерческой организации «Офис европейской экспертизы и коммуникаций». Я работаю продавцом в Мантова Outlet Village, в магазине модной одежды. Мой муж работает в строительной организации. Мы находимся на карантине, я с 11 марта и мой муж с 16. Здесь никто никого не отправлял в вынужденный неоплачиваемый отпуск. У мяне свая справа, некалькі невялікіх кампаній, якія займаюцца аказаннем паслугаў. Дзве з трох маіх кампаній дзейнасцях прыйшлося часова прыпыніць. Свое последнее большое мероприятие мы провели 14-15 марта. С 16 всем коллективом мы ушли на самоизоляцию. Уже больш за 2 месяца, на жаль, у нас праз коронавірусную пандемію амаль адсутнічаюць пакупнікі. Калі я кажу амаль, гэта значыць, што магчыма 1 з 10 чалавек толькі прыходзіць, і гэта ўсё выклікае вялікія праблемы, бо трэба плаціць аренду, трэба плаціць падаткі. На жаль, наше кіраўніцтва не ідзе на саступкі, ёсць спадзяванні на гэта, але на сённяшні дзень іх няма. І калі так пойдзе далей, то, напрыклад, я мушу зачыняць сваю фізічную кропку, бо просто няма на што будзе плаціць аренду. С того момента, как всех закрыли на карантин, все равно заработные платы, они выплачиваются. То есть не на 100%, но на 70-80% люди все равно получают свои зарплаты. Выдаются пособия от государства, называется касса интеграционы. Все свои мероприятия мы планируем за полгода-год. И все они были запланированы в офлайн формате. Поэтому все их пришлось переносить по времени датам, а также переносить в онлайн. Мы любим быстро реагировать на внешние обстоятельства, много разговаривали и советовали с партнерами. Продлили сроки контрактов и внесли изменения в планы. Так как мы не коммерческая, не государственная организация, у нас нет финансирования из государственного бюджета. Што мне вельмі падабаецца ў гэтай сітуацыі, просты чалавек можа звярнуцца ў банк і папрасіць вакацыі да 3 месяцаў вакацый на іпатэку, на крэдыт. Так што дзяржава спрабуе палегчыць вось гэтую фінансавую нагрузку і раскідаць яе на цэлы год. Если у тебя какие-то трудности с выплатой кредита или ипотеки или аренды за какое-то помещение, то есть ты можешь пойти в банк, написать заявление и приостановить выплату кредита на период, который тебе необходим. За поддержкой мы обратились к нашему арендодателю. В нашем случае это индивидуальный предприниматель. С просьбой о снижении ставки аренды в связи с невозможностью проводить офлайн мероприятия в офисе. Он пошел нам навстречу и снизил ставку на 3 месяца с возможностью продления. В свою очередь мы написали ему благодарственное письмо, которое он предоставил в банк для отсрочки выплаты процентов по кредиту. Доходы снизились недзе процентаў на 70. Дзяржава, канешне, дапамагае. У маім выпадку, чым я магу скарыстацца, гэта, напрыклад, я магу перанесці выплату ПДВ на наступны год. Берегите себя.